Абхазские оппозиционные журналисты продолжают распространять антироссийские настроения и ставить под сомнение политический выбор своих сограждан. Песня старая, республика не должна сближаться с нашей страной, а путь развития укажет Запад. При том, что все, кто говорит об этом, находятся фактически на содержании агентства USAID, которое сейчас закрывают новые власти США. Впрочем, абхазские спецслужбы уже выяснили, и кто за этим стоит, и сколько это стоит. Об этом репортаж Ильи Ушенина. Серьезным и даже где-то воинственным видом на фоне серой стены об ужасах абхазского режима вещает журналистка Нисфа Аржба. Лицо ее напряжено, руки держит перед собой. Речь идет об экс-президенте Аслане Бжане, который сложил в себя полномочия. Аржба, поддержавшая путч, приведший к отставке главы республики, практически требует в камеру. Нужно судить бывшего лидера, иначе народ, за который она почему-то говорит, снова устроит беспорядки. Если этого не произойдет, то ситуация вернется на круги своя. И нам снова придется стоять у комплекса правительственных зданий, защищая интересы своей родины. Что собирается защищать эта женщина и почему берет на себя такую ответственность? Выборы в Абхазии прошли, люди определились с кандидатурой лидера республики, ни о каких митингах даже и не думают. Но Нисфа Аржба так болеет за родную Абхазию, что охотно раздает интервью почему-то грузинскому Рустави-2. А Грузия, мягко говоря, с официальным Сухумом давно не дружит. Ситуация правда сложная. Она сложная. Ситуация нам была дуртулия. А еще она участница движения Харах Пицунда. Это антироссийская молодежная организация, главная сила осенних беспорядков в Абхазии. Один из руководителей движения, Ливан Мика, был лишен российского гражданства в январе этого года из-за действий, создающих угрозу национальной безопасности нашей стране. По данным службы госбезопасности Абхазии, Харах Пицунда спонсировалась западными фондами, UNPD при ООН и скандальным и почти закрытым агентством США по международному развитию, причастным к организации, в том числе Майдана на Украине. Нисфа Аржба от USAID регулярно получает гранты, поэтому регулярно поет им дифирамбы. Например, по случаю детского праздника, устроенного в республике. Большая часть грантов шла на дестабилизацию обстановки и поддержку антироссийских настроений, убедился известный юрист и расследователь Илья Ремесло. По его мнению, появление таких людей не сулит Абхазии ничего хорошего. Им совершенно все равно, что говорить, потому что они делают то, что говорит им заказчик, они исполняют свою работу за деньги. Это инструмент для продвижения недружественной России медиаповестки. То есть это антироссийские СМИ, которые совершенно четким образом настраивают абхазов против россиян, стравливают их между собой. А это, можно сказать, коллега Нисфы Аржбы, тоже журналистка Изида Чания, представитель «Эхо Кавказа», проекта американского СМИ «Радио Свобода», признанного в России нежелательной организацией. Изида Чания завсегда-то всех антиправительственных и радикальных сборищ. Удивительно, как она вообще успевает работать журналистом. Чания, говорят абхазские силовики, давно на содержании Соединенных Штатов. И, конечно, она забеспокоилась, когда ее коллегу по цеху признали иноагентом, как раз за тесные международные связи. Не журналист, редактор независимого издания «Чегемская правда» Инал Хашик был объявлен российским Минюстом иностранным агентом. Ведомство обвиняет его во взаимодействии с иностранными политическими деятелями. Но откуда такое возмущение? Хашик, как и подавляющее большинство жителей Абхазии, гражданин России. Конечно, Минюст вправе подобный статус своим гражданам присваивать при наличии оснований. А в случае журналистам таковых было предостаточно. С этой приставкой еще будет сложнее легализовывать деньги из-за рубежа, да и в целом внимание силовиков станет более пристальным. Чания не унимается, отвергает выбор, сделанный абхазами. Вернуть забор, затащат Росгвардию, запретят НПО, оппозицию и независимые СМИ. Независимые СМИ уже стали мемом, поскольку их независимость держится либо на деньгах Госдепартамента США, либо финансирования агентства по международному развитию. Зависимое, по их логике, это, видимо, все российское, независимое, все американское. При этом на странице Изиды Чания в запрещенном Facebook указано, что она училась в школе штата Арканзас, такая вот любительница Родины, и нашим, и вашим. Ну а вишенкой на торте стало ее общение с представителями спецслужб Грузии. Докладывала, что ее страна не готова к признанию независимости, хотя жители Абхазии вообще-то закрепили это стремление в своей конституции. Мы к процессам признания на сегодняшний день вообще не готовы. То есть наша страна не готова к признанию, потому что все признание заканчивается у нас раздачами территории, земли, подписанием каких-то невнятных соглашений, совершенно невыгодных и неполезных нам как стране. Собственно говоря, когда Россия признавала нас, у меня не было никакого восторга по этому
поводу... О том, насколько иногда комично отрабатывает гранты Изида Чаня, в абхазских пабликах уже ходят легенды. Недавно она попыталась обвинить действующие власти в том, что те, дескать, устроили подвоз избирателей на участке в Гаграх. Серьезнейшее нарушение. Срочно нужна реакция мирового сообщества. Но на деле оказалось, что местный бизнесмен торговал там куриными тушками прямо из кузова. За фейк, кстати, никто так и не извинился. Когда они совсем уже запредельно пахнут идиотизмом, такие вбросы, это значит, что у людей закончились идеи, и на самом деле процесс, допустим, голосования идет настолько чисто, что приходится, да, прибегать к таким видосам. Такое видео публиковать, потому что больше не к чему придраться, да, давайте возьмем, значит, вот что-нибудь выдумаем и поставим. Да, если вы, ребят, просто заранее знаете, что это левое видео, не связанное с ситуацией, и вы даете его как за какую-то правду, за истину, ну, наверное, это не журналистика. Сколько еще будут обманывать жителей Абхазии такие вот псевдопатриоты? Местные спецслужбы уже все выяснили и плотно работают на упреждение. Служба госбезопасности республики установила, что на оплату таких вот любителей Родины USAID и подобные организации потратили огромные деньги. Общий объем финансирования, да, зарубежного финансирования проектов, реализуемых на территории Республики Абхазия указанными организациями, составил порядка 2 миллиардов 90 миллионов рублей. То есть вдумайтесь в эти цифры, да, это очень серьезное финансирование. Соответственно, возникает вопрос, на какие цели тратятся эти деньги, или если это своего рода инвестиция, то, собственно, во что? Инвестиции себя не оправдали. Агентство по международному развитию закрывают сами Соединенные Штаты за неэффективную работу и бессмысленные траты. Илья Ушенин, Наталья Попова и Никита Забродин, телекомпания НТВ. В нашей программе удалось выяснить, кто стоит за финансированием якобы независимых СМИ Абхазии. Во время массовых беспорядков в республике журналисты оппозиционных изданий активно продвигали грузинские интересы и пытались посеять в жителях сомнения о том, что Абхазия может быть суверенным государством. Оказалось, все это время авторы руководствовались не своими убеждениями, а волей иностранных агентств и старательно отрабатывали зарубежные гранты, в основе которых заложена антироссийская риторика. Кто спонсировал продажных журналистов и их руками пытался провоцировать волны протестов в республике, расскажет Евгений Наприенко. Они называют себя независимыми журналистами, но подразумевают под этим понятием вполне конкретную позицию. Не зависят только от того, что думает большинство населения Абхазии. Для руководителя информагентства Айшара Нисвы Аржба и главного редактора нужной газеты Изиды Чания, судя по всему, наступают трудные времена. Они открыто поддерживали беспорядки, которые привели к отставке президента, новым выборам. А после того, как голосование определило победителя, Чания снова выступила против народного мнения. Проиграла идея независимой Абхазии, и вы это еще увидите, но не суть. Я лично не буду признавать президента, поставленного извне, а вы как хотите. Громкие высказывания, которые не имеют ничего общего с реальностью, уже стали визитной карточкой Изиды Чания. А недавно стало известно, чьи интересы продвигает руководитель независимого в кавычках СМИ. По нашим данным, главный редактор регулярно получала гранты от печально известного американского агентства USAID. Сумма составила почти $100 тысяч, и на эти деньги Чания должна была активно вести телеграм-канал. Целью должно было стать продвижение в республике грузинских интересов. Основные тезисы она сама озвучила в Стамбуле, где встречалась с заказчиками, как представитель проекта «Эхо Кавказа». Он был создан под эгидой американского «Радио Свобода», запрещенного в нашей стране. Страна не готова к признанию, потому что все признание заканчивается у нас раздачами территории, земли, подписанием каких-то невнятных соглашений, совершенно невыгодных и неполезных нам, как стране. Чания открыто говорит, что в отличие от большинства жителей страны не желает видеть Абхазию независимой. Ее не устраивает тот факт, что Россия признала это положение и активно инвестирует в республику. При этом в соцсетях в качестве места проживания указывает Москву и имеет российское гражданство. Похожая ситуация у ее соотечественницы и коллеги по цеху Нисвы Аржба. Главный руководитель информагентства открыто поддержала массовые беспорядки в стране. 15 ноября мы выбирали между выгодой, которая закончится вместе с интересом инвестора, и свободой, которая навсегда обеспечит наших детей правом жить и зарабатывать на своей земле, гордиться своей родиной. Мы выбрали свободу. В своих роликах она активно критикует решение республиканских властей передать некоторые участки российским инвесторам. Почему я рассказываю вам об этом? Да все просто. Пример пансионата Шицквара как нельзя лучше демонстрирует дальнейшую судьбу объектов, которые Абхазия дарит или продает за копейки России. Аржба активно продвигает то же самое скандальное агентство USAID. В видеозаписях, изготовленных сотрудниками ее СМИ, акцентирует внимание на логотипе организации. Вот только народ Абхазии понимает, чьи интересы защищают такие журналисты. К чему приводит вообще вот этот вот сепаратизм, лучше всего демонстрирует Украина, которая
пытаясь стать антироссией, в общем-то, саморазрушается и уничтожает собственную государственность. Американское агентство USAID, которое раньше так щедро выделяло деньги на антироссийские проекты, сейчас активно сокращает финансирование. Когда гранты перестанут поступать в карманы журналисток, наконец станет понятно, насколько они на самом деле были независимыми. Евгений Напренко, Юлия Скалова. Экстренный вызов.